Сегодня наш гость – знаковая величина якутской культуры, народный артист России и Якутии, лауреат государственных премий Советского Союза, Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, государственный деятель, 24 года возглавлявший Министерство культуры Якутии, почетный гражданин республики Андрей Савич Борисов. Здравствуйте, с вами телепередача «Кинолетопись Якутии». Андрей Савич, вы пришли в Министерство культуры в 90-е годы. Вам не было еще и 40 лет. Да. Совершенно молодой человек. И получилось так, что как раз стык времен попал на вашу деятельность. То есть 90-е годы, когда был полный развал кинофикации Якутии, поскольку мы будем с вами говорить только о кино сегодня, именно эта тема, и до подъема якутской кинематографии. Эти 24 года, ну, можно взять там и более такой масштабный срок. Но когда вы пришли в 90-е годы, вот как тогда было положение якутского кино, в каком оно было состоянии? Ну вот вы говорите о масштабном сроке, да? Дело вот в чем. Ну, кино для якутян и для вас, и для меня это, конечно, явление уникальное. Почему? Потому что уже начиная с тех времен, когда было объявлено о том, что кино важнейшее из всех искусств, когда началась разворачиваться работа по кинофикации, когда поехали первые вот эти киноустановки, потом начали создаваться уже киноустановки в клубах, потом кинотеатры появились. С тех времен для якутян, не только для якутян, для россиян, для Советского Союза, кино всегда правда было важнейшее из всех искусств. Ну и фильмы, которые я смотрел, они, конечно, очень-очень на меня влияли, поэтому, возможно, когда, невозможно, а точно, поэтому, когда я пришел работать в Министерство культуры, то первое, что у меня в голове вертелось, это как сделать так, чтобы наше кино было нашим. И поэтому создание Саха-фильма в 1992 году это было огромным событием. Вот представь себе, в то время, когда, вот вы правильно говорите, многие, даже Мосфильм, даже Ленфильм, они в упадке, и весь кинопрокат по всей России, Советскому Союзу уже, так сказать, жахнулся тогда. И в это время представь себе, Алексей Романов, он предлагает так, и мы образуем так, вот, объединение с Северфильм. А когда мы пришли Михаил Ефимович, первым президентом, и шел разговор о создании Саха-фильма, он чуть-чуть удивленно посмотрел, он же знает ситуацию во всем Советском Союзе, не говоря уже о России, когда Советский Союз развалился. 92 год, и создание тогда своего собственной кинокомпании, это было, назовем так, нереальным решением. А вы давайте посмотрим на экране, давайте. Как это было. Давайте. В эти дни, как вы знаете, наша республика отмечает столетие мирового кино и мирового и российского кино. И это как раз те времена, 96-й год, столетие российского и советского кино. Вот, пленка вот сейчас в такой сохранности, но тем не менее, это вот тоже свидетельство начала уже подъема. Все мы еще и работаем, подводим итоги, думаем о будущем, о проблемах кино. Но я очень близко знаком с нашим. Ну, помните, да, это был заместитель председателя Госкино России Марков. Да. И вот сейчас вот мы увидим здесь в кадрах нашего корифея, нашего уважаемого киношника Ивана Спиридоновича, который более полувека отработал вот именно на службе кино. И вот, Иван Спиридонович, вот что вы можете рассказать об этом человеке? Ну, Иван Спиридонович, конечно, это также я считаю, что он как личность, как человек, как специалист, он тоже явление для нашей кинофикации. Потому что надо разделить кинофикация – это одно,
кинематография другое, а сегодня киноиндустрия. Процесс становления киноиндустрии идет. Еще кино наше находилось на стадии только кинофикации такой. Еще кинематографии-то еще не было. А под кинематографией я понимаю, когда начинает сниматься собственное производство, кино начинает сниматься. И вот он уже предвидел, предзнал, что, видимо, предчувствовал. Иван Спиридонович Жараев – это, да, уникальный человек. Я очень его уважал, чту его память и, ну, с одной стороны, стараюсь еще и продолжить его дело как государственный советник. Вот сейчас, если говорить о Сахафильме, то Сахафильм же начал разворачивать кинематографию. Под кинематографией, когда начали сниматься фильмы. Это очень важный шаг был сделан. Вот для нас, для якутов, для якутян, да и для всей России, наверное, но для якутян особенно, когда начали появляться первые наши киноактеры в всесоюзных фильмах, это была гордость, очень переполняла наши сердца. Вы правильно говорите, да, что вот именно в это время, в начале 21 века, начало вот разворачиваться уже создание кинематографии. Давайте с вами посмотрим один из моментов вашей встречи с ведущими нашими киномастерами. Я даже не знал, что такие есть у вас кадры. Это как раз встреча с кинематографистами, где вы тоже как бы ставите уже перед ними задачи. Потому что вот именно в это время начали создаваться, да, и Сахафильм, правильно вы сказали, да, и студии кинохроники. Послушайте, Аня, какие вы задачи ставили? Это какой год? 2006 год. 2006 год. Бюджете должны будем добиться в бюджете, чтобы наша программа заработала. Она приостановлена. Вот сейчас борьба с бюджетом идет. Есть программа. Поэтому нам надо не только писать как бы какие-то отрицательные какие-то моменты друг против друга, а еще и добиться, чтобы общественность, депутаты, правительство обратило внимание на наше дело. Да? Таким образом, наполнить эту программу. Ни одного публикации еще нет. Вроде бы съезд прошел, и на съезде это здорово выступали. Когда прошло время, вдруг оглядываешься, никто не помогает нам защищаться. Я один остаюсь на правительстве, и в прошлом году проиграл, признаюсь. Ну, понятно, законы новые законы, суперзакон и так далее. Учителя начали бастовать. Нам надо сейчас как раз бюджет сверстать. В это время надо всем нам заняться вопросом. Вот кино зарабатывает, кино может так, кино может быть частным, кино может быть таким. И таким образом нам надо добиться, чтобы финансироваться правильно. Вот чем надо заняться. Вот. Знаете, вот здесь что характерно. Вы тут говорите о кино уже наше дело. Вы говорите, нам нужно сделать. Потому что это был уже 2006 год, и когда уже вот функционировали и Сахафильм, и студия кинохроники, и мы уже 10 лет как Госкинохранилище работали. То есть уже, конечно же, подъем несомненный. Но вот не спонтанно же вы говорили о кино. Ну, и спонтанно тоже говорилось. Вот я чувствую, что спонтанность тоже какая-то есть, но любое творчество всегда, оно изначально спонтанно, потом это обретает такую организованность, потом, значит, нацеленность, целеполагание появляется. Если Жараев – это этап кинофикации, это этап кинематографии. Первые фильмы, наши фильмы, чуть небольшие прокаты начались такие. И это тоже начало вдохновлять наших кинематографистов с тем, чтобы вдуматься уже правда о будущем. И правда о будущем. Потому что кино это всегда будет. Кино это всегда в состоянии будущего. Но мы подготовили вам еще один фрагмент. Так. Уже постепенное, понимаете, наращивание. Ой, 2016 год. Вот я очень благодарен. Наш фестиваль четвертый. И вот я посмотрел программу, как художественный руководитель, я обязан был просмотреть программу. И вот я увидел, что со всех 4 концов света к нам приехали кинематографисты. Это уже говорит о многом. Если первый фестиваль был начало, второй был мы можем, третий у нас фестиваль есть, а четвертый это уж точно 4 конца север, восток, запад, юг к нам приехали. Поздравляю вас! Вот так вот. Пришли уже к такому празднику. Да. Создание кинофестиваля в 2013 году. Сейчас 6-й кинофестиваль был, да?
Создание кинофестиваля – это начало киноиндустрии уже, этапа становления в кино в республике, это начало киноиндустрии. Вот я, думая вот о феномене кинобума, каждый раз возвращаюсь к истокам и в то же время в настоящее и в то же время будущее. Почему будущее? Потому что когда будет такой закон, про который глава дал поручение, то этот закон будет давать не только в финансовом отношении как бы опору для дальнейшего разворачивания киноиндустрии, поскольку задача поставлена, ну, на многих фестивалях наши побеждает, но это же кино же создается не ради кинофестивалей, кино же создается для воспитания, это же идеология, это же правда важнейшее из искусств. И правда, что поколение, вот я знаю, что вот ваше кинохранилище беспокоится о том, чтобы память была, чтобы кино же это память, и если утратится память человеческая, а тем более сегодняшняя память, она очень визуализирована. Даже книги, они становятся как бы на второй план уходят, и появляются кадры, исторические кадры, не говоря уже художественные фильмы. То есть это миссия вашего учреждения, оно очень-очень серьезная, может быть даже фундаментальнее, чем сами художественные фильмы. Поскольку художественные фильмы это творчество того или другого режиссера, так, да? А создание и, как говорил великий кинорежиссер, запечатленное время, как говорил Андрей Тарковский. Кино – это запечатленное время. А в ваших кинодокументах, в хранилище запечатлено не только время, но еще и запечатлены эмоции, запечатлена эстетика, запечатлена история. Вот я очень благодарен новому руководству за то, что вы мне показываете кадры, про которые я еще не видел. Я первый раз увидел это. Я удивился, как складно-то молодой человек говорит-то, как он мыслит-то какими-то будущими категориями. Большое спасибо, Андрей Исаевич, за такую интересную, содержательную беседу. В следующей передаче мы встретимся с автором уникального исторического телепроекта «Пути великих свершений» Георгием Дмитриевичем Никоновым. Это будет интересно, не пропустите.